Открывая первое заседание осенней сессии Народного собрания, спикер республиканского парламента Мухарбек Дикажев напомнил коллегам, насколько плодотворным было для Ингушетии первое полугодие 2015 года. Это и празднование 245-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, и проведение Дней культуры Ингушетии в Совете Федерации, и присвоение нашей землячки Марием Богатыревой звания Героя России и многое другое. Проводится большая работа по программе импортозамещения. Все это стало возможно в связи со стабильной общественно-политической ситуацией и улучшением криминогенной обстановки в республике. Юнузбек Евкуров, выступая перед депутатами, обозначил ряд наиболее актуальных задач, стоящих сейчас перед ними. Это реализация майских указов президента, выполнение федеральной целевой программы по развитию Ингушетии и самое оперативное – проведение выборов местного самоуправления, которые состоятся уже 13 сентября. Выборы местного самоуправления – это то, что нужно для населения. Именно какую власть выберет население, то меньше они будут обращаться к главе республики, в парламент, к министрам, в правительство, сами на месте будут решать вопросы. Коснувшись ожидаемого всеми переименования сельского поселения Орджоникидзевское в город Сунжу, то Юнузбек Евкуров отметил, что недостаточно просто присвоить населенному пункту статус города. Необходимо разработать для него перспективный генплан с привлечением проектировщиков и создать соответствующую этому статусу инфраструктуру. В чем была проблема города Карабулак? Назвали его городом и решили, что этого достаточно. Ни генплана городского, ни инфраструктуры городской, ничего. И сегодня надо разрабатывать, я даже вот позавчера подписывал какой-то там проект, хороший проект строительства там центра. И я сразу думаю, что это надо делать в городе. Что касается участия наших земляков в боевых действиях на Ближнем Востоке, то глава республики сообщил парламентариям, что в Государственной Думе обсуждается законопроект о лишении молодых людей, участвующих в военном конфликте в Сирии, российского гражданства. Когда уже закон будет принят в Государственной Думе, все эти люди становятся не гражданами Российской Федерации. Знаете, да, когда проект закона о лишении гражданства России. Уже больше они сюда уже навряд ли вернутся, а если будут возвращаться, то это уже будет, если же не спасет не адаптационная комиссия, они будут выдворены отсюда в рамках миграционной, там, осуждены, там еще что-то, уже ничего не спасет. Широкий резонанс получила в республике трагическая смерть двухлетнего Альберта Хамхоева из-за некомпетентности врачей Сунжинской ЦРБ. Юнузбек Евкуров подверг резкой критике работу медиков, многие из которых открыли свои частные кабинеты, а потому, не дожидаясь окончания смены в больнице, торопятся покинуть рабочее место раньше времени. Каждый второй врач работает в больнице, работает на полставки еще в какой-то больнице и работает в частных клиниках. Вот с этой женщиной, с этим ребенком, именно вот этот случай. Одна женщина работает здесь, работает в Карабулакской больнице, хотя у нас нуждающихся в дипломном кармане, которые не могут устроиться, очень много тоже специалистов. По мнению главы региона, уволенные врачи не должны восстанавливаться через суд. Мужем они пошли на то, чтобы эксгумацию трупа сделать. Они второй раз своего ребенка похоронили, чтобы наказать этих людей. Эти ходят, дикие ребята, хозяина яхту. Почему? И она вот такой папкой этих бумаг ходит, бедняжка, потому что ни с парламента, ни с Минздрава, ни с местных властей, ниоткуда у нее нет уверенности. Она знает, что завтра эти проходимки купят всех и опять восстановятся. Еще одна трагедия с участием ребенка произошла на этой неделе в Барсуках. Там футбольные ворота упали на 9-летнего мальчика. О том, что эта игра на новой спортивной площадке окажется для Ахмеда Мальсагова последней, не смогли предположить ни его родители, ни местные власти. Чтобы подобные случаи не повторялись, Юнузбек Евкуров поручил проверить все спортивные площадки Ингушетии. Ребенок есть ребенок, ему так говорит, все равно свое делает. Это процесс такой, сами такими все были. Ворота же должны укреплены быть, турники должны быть укреплены. Все же отец выберет, почему не соблюдают? Да, великолепно сделал там глава села, там площадку делал, она была вообще в заброшенном состоянии. Красиво все делал. А по закону сделать, там, поставить, там, обезопасить. Нет, говорит, они переносные, надо было там на глубину. Да нет. Ну, все же прописано, везде же написано. Но прежде чем вы детей туда на площадку пускаете, посмотрите по технике безопасности, что должно быть.
Также на сегодняшней сессии Ингусского парламента были рассмотрены законопроекты о проведении капремонтов общего имущества в многоквартирных домах, о лекарственном обеспечении населения республики и о состоянии объектов культурного наследия региона. Фатима Кариева, Сурхо Кусиев, Новости 24.